بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة اليوم. بسم الله الرحمن С именем الرحيم. Аллаха, милостивого, милующего. الحمد لله رب العالمين. Хвала Аллаху, Господу миров. الصلاة Мир и والسلام благословение على нашему نبينا пророку محمد Мухаммаду, وعلى آله وأصحابه его семье и всем أجمعين. его сподвижникам. أما بعد А затем, فإن عنوان тема данной лекции هذه الكلمة هو الحياة — السعيدة счастливая жизнь أو الحياة или الطيبة. благая жизнь. لا شك أن Нет كل сомнения, что каждый стремится к счастливой жизни أحد السعيدة и жизни والحياة благой и желает ее. ولكن الشأن Однако смысл в том, فيما يحقق هذا как المطلب достичь этой цели والأسباب и какие التي причины приведут к этому. تؤدي إليه. هذا محل В этом الاختلاف есть разногласия между людьми. بين بني البشر. فمن الناس Из людей те, من يرى أن кто الحياة считает, السعيدة что хорошая и والحياة благая жизнь الطيبة أن ينال الإنسان من заключается ملذات в том, الدنيا чтобы человек وشهواتها достиг наслаждения мирской жизни وأن и желаемого يعطى в ней, ما يطلب من متع الحياة الدنيا и чтобы ему было дано то, что он хочет из прелестей жизни. الطيبة. Он видит, что это и есть счастливая и благая жизнь. لذلك قال الله И جل поэтому وعلا: сказал Аллах Всемогущен и ومن Возвышен: الناس من يقول среди людей ربنا есть آتنا такие, في الدنيا которые говорят: Господь наш, وما له одари في нас в этом мире, الآخرة خلاق. но нет им доли в последней жизни. قال سبحانه وتعالى: И также сказал Аллах Пречистон и Возвышен: حب الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين للناس приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. قال الله جل وعلا: ذلك متاع الحياة Таково الدنيا. приходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Скажи, рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть райские сады, в которых текут реки, خالدين и в فيها которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха. Аллах видит рабов. بالعباد. قال تعالى: Также сказал Всевышний Аллах: وفرحوا بالحياة они الدنيا радуются мирской жизни, وما الحياة الدنيا но ведь في мирская الآخرة жизнь по إلا сравнению с متاع. последней жизнью всего лишь приходящее удовольствие. وقال سبحانه وتعالى: И сказал Аллах Пречистон и Возвышен: الذين لا يؤمنون воистину, بآياتنا тем, которые не надеются на встречу с нами, довольствуются мирской жизнью и удовлетворяются ею, والذين هم а также عن тем, آياتنا которые غافلون. пренебрегают нашими знамениями. أولئك مأواهم Пристанищем النار будет огонь за то, что они بما كانوا приобретали. يكسبون. إن الذين آمنوا Воистину, وعملوا тех, الصالحات которые уверовали يهديهم и совершали ربهم праведные بإيمانهم деяния, تجري من
Господь поведет верным путем за их веру. В садах блаженства под ними будут течь реки. Там они будут взывать: «Пречистый Аллах». Там их приветствием будет слово «мир», а их молитвы будут завершаться словами «Хвала Аллаху, Господу миров». Эта группа людей недальновидные, потому что они ограничили свой взгляд на этой жизни, считая, что именно она является источником счастья и благой жизнью, с ее страстями и наслаждением. Они обольстились ею и сосредоточились только на ней, либо потому, что они не веруют в последнюю жизнь, либо они веруют в нее. Однако мирская жизнь отвлекла их от того, чтобы совершать поступки для жизни последней. В итоге этот человек потерпел убыток, и несчастна его жизнь. Сколько бы ни было ему даровано из имущества, наслаждений и прелести, поистине это завлечение от Аллаха и малое наслаждение. Затем за этим последует горе, вечное горе. Всевышний Аллах сказал: «Пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только наказать их детьми и имуществом в мирской жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими». Также сказал Всевышний Аллах: «Неужели они думают, что мы поддержим их богатством и сыновьями, потому что спешим одарить их благами? О нет, однако они не ощущают этого». Мирскую жизнь Аллах дает тем, кого Он любит, и тем, кого Он не любит, как пришло это в достоверном хадисе от пророка, мир ему и благословение Аллаха, то, что он сказал: «Поистине Аллах дает мирскую жизнь тем, кого Он любит и кого не любит, и не дает религию, кроме как тому, кого Он любит». Также Он сказал: «Если бы мирская жизнь имела ценность у Аллаха размером с комариное крыло, то Он не дал бы возможности пить в ней неверующему даже одного глотка воды». И была жизнь пророка, мир ему и благословение Аллаха, вместе с тем, что он господин посланников и руководитель богобоязненных, такой, какой вы знаете. Он, мир ему и благословение Аллаха, испытывал голод до такой степени, что даже привязывал камень к животу от голода. И он спал на подстилке, которая оставляла следы на его боку, мир ему и благословение Аллаха. Он сражался и боролся на пути Аллаха и подвергался опасностям, а ведь он посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И если бы он хотел этой жизни, то Аллах дал бы ему ее. Аллах предложил ему, чтобы он сделал его царем-посланником, подобно Дауду и Сулейману, мир им, царями-посланниками, или чтобы он сделал его посланником, но при этом он не был бы царем. И он выбрал, чтобы быть посланником. Он сказал: «Я голодаю день, а день являюсь сытым». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, выбрал это, потому что мирская жизнь — проходящее наслаждение и обольщение, а земная жизнь — всего лишь наслаждение обольщением. Сколько бы ни было дано из нее человеку, либо он исчезнет и оставит это, либо это исчезнет и оставит его.